Недавно стало известно, что проектирование моста через реку Лену планируют завершить до конца текущего года. Причем ввести его в эксплуатацию могут на год раньше. Такое поручение дал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Правда, долгожданный Ленский мост – это не единственный мегапроект, который связан с республикой. Есть и другие, которые активно развиваются прямо сейчас. О транспортной инфраструктуре Якутии мы поговорили с государственным советником республики Вячеславом Штыровым. Вячеслав Анатольевич, добрый день. Добрый день. Сегодня у нас с вами очень интересная большая тема. Это инфраструктурные проекты, которые реализуются в республике, связанные с транспортом. И давайте начнем с Северного морского пути. Сейчас он активно развивается. И как вы думаете, насколько это большой толчок будет именно для нашей республики? Ну и в целом можно говорить о севере России. Да, ситуация вокруг Северного морского пути, его перспективы его развития сейчас у всех на слуху. И об этом много говорилось, много говорят, и как бы анализируется, что там делается и так далее. Ну, традиционно, вообще-то говоря, вся ситуация по Северному морпути связана обычно с глобальным потеплением. Вот стало теплее, значит, корабли могут ходить в Арктике, может там организовать короткие морские сообщения, морские пути. Становятся более доступными природные ресурсы. В общем, появляется такая почва для освоения северов, и Северный морской путь должен сыграть в этом огромную роль. Связывает это также и с глобализацией мирохозяйственных связей, что вот мир становится более связанным, надо искать более короткие пути, значит, предположим, пути между Европой и Юго-Восточной Азией, между Северной Америкой, значит, и Азией и так далее. Ну, это все верно, это, конечно, верно. Но если мы так подумаем, то в глубине там лежат более такие глобальные, что ли, причины, почему такое внимание, интерес к Северному морскому пути и к Арктике в целом. И такой фундаментальной причины я бы назвал две. Значит, одна причина, значит, она связана с тем, что в мире все меньше и меньше становится природных ресурсов. Ну, многие ученые говорят, что Арктика чрезвычайно богата разным видом полезных ископаемых. Значит, там, во-первых, сосредоточено по оценкам примерно 25% всех топливно-энергетических ресурсов нашей планеты. Ну, имеется в виду в основном углеводороды в разной форме. И нефть, и газ, и уголь, и бахеды, и всякие другие вещи. Это, на самом деле, должно перед нами, перед Российской Федерацией, значит, заставить нас задуматься, что мы делаем с этими природными ресурсами. Почему мы всю свою экономику построили только на том, чтобы откопать и, значит, куда-то их продать. Значит, наоборот, надо очень бережно к ним относиться, это раз. А во-вторых, надо заблаговременно закрепляться на тех позициях, которые станут в будущем нашей новой минеральной сырьевой базы. Надо вести предварительные эколого-разведочные работы, надо отрабатывать технологии освоения на основе совершенно новой, там потребуются совершенно новые технологии и так далее. То есть вопрос глубинный такой, он как бы толкает нас буквально в Арктику. Мы часто забываем еще и очень важный такой аспект оборонный. Вот смотрите, весь мир пришел в движение. Это неспроста на самом деле, это связано с такими тектоническими процессами, которые в глубине общества происходят. Меняются производительные силы, осваиваем новый шестой технологический уклад, новые технологии, по-другому начинает строиться жизнь, по-другому развиваются связи между людьми, меняются лидеры на мировой арене, на смену одним приходят другие. И это неминуемо, мы вступили в такой период, как говорят, турбулентности. Так? И в этой связи надо держать, конечно, ухо востро. Поэтому все вопросы, связанные с проблемами национальной безопасности, выходят на первый план. На первый план выходит и Арктика, потому что это наиболее опасное, наиболее угрожаемое, значит, направление, значит, по которому мы можем, значит, получить, что ли, в случае радикальности обострения обстановки, удар от нашего наиболее вероятного противника. И ключевой вопрос нашего присутствия в Арктике – это логистика, инфраструктура. Значит, среди других, это вопрос комплексный. Нельзя делать ставку только на один какой-нибудь путь, на Северно-морской, значит, или, предположим, на авиационное сообщение. Должны гармонично развиваться, значит, все виды транспорта, которые взаимоподдерживают друг друга, которые создают базу для друг друга, основу. Но главный проект все равно при этом, конечно, Северно-морской путь.
Это должен быть постоянно действующий путь. Вот как трамваи ходят в городе по рельсам, также должен быть канал во льдах, и корабли с интервалом в одни сутки идут на запад, на восток, на запад, на восток. Это для наших собственных нужд. Если мы сумеем создать такой канал, то тогда можно привлечь туда грузы транзитные. Ну, предположим, японские грузы в Азию там, или китайские и так далее. Сейчас они сейчас там заходят время от времени, экспериментируют, смотрят, проверяют, но они понимают, что невозможно непрерывный поток грузов организовать, как через Суэцкий канал, где корабли идут. А вот когда он у нас появится, тогда их можно привлечь. То есть, как бы, помимо к нашему сугубо ресурсному потенциалу добавляется еще и транзитный, который мы можем хорошо использовать. Ну вот я, можно вас перебью, но сейчас же строятся новые ледоколы, причем заложили ледокол Якутия, например. Это для этих целей получается? Вот создание самого этого пути – это гигантская научно-техническая задача. Ну, всем известно, что мы лидеры в строительстве ледоколов, как атомных, так и простых ледоколов, значит, на обычных дизельных установках. Мы лидеры. Ни у кого столько нет ледоколов, ни у кого нет таких вот модификаций эффективных и так далее. Но вот для этой цели уже этого мало. Надо делать более мощные ледоколы. Причем ледоколы такие, которые могли бы менять свою осадку. Допустим, по Севморпути он идет с глубокой осадкой, ему, подойдя к порту или в устье реки надо зайти, он должен ее изменить. Значит, они должны двигаться при любой ледовой обстановке, при любой. Значит, не только когда там ледовая обстановка 2-3 балла или сколько там, а вообще при любой, в принципе, при любой погоде и так далее. Они должны быть автономные и мощные. Вот почему заложена новая серия из 3 значит, атомных ледоколов. Это Сибирь, Арктика и Урал, который строится. И уже запроектированы, закладывается еще более мощная серия таких ледоколов, мощность которых, вот, ну, скажем, 140 мегаватт. Вот, чтобы понять, что это такое, это значит, ну, практически новая якутская ТЭЦ-2. Вот 2 таких ледокола, это полная ТЭЦ, когда будет работать вся ее очередь. Вот, значит, какое они мощность. Но этого мало же ледоколы. Нужна же система связи, система обеспечения, система навигации, надо спутники запускать там. Значит, надо, чтобы постоянно работали вот, исследовательские, значит, разные группы, структуры, вот как у нас раньше были, помните, Северный полюс-1, 2, там экспедиции. Но теперь это должно быть совсем на другой основе. Надо восстановить службы спасения, значит, службы, значит, которые обеспечивают этот весь путь. Это значит всю цепочку, значит, вот наших объектов, которые раньше у нас были созданы в советское время, которые были пунктами двойного назначения. Ну, вот классический пример наш Тикси. Значит, так, они обеспечивали военных и Севморпуть. Вот их надо все теперь восстановить тоже как бы двойного назначения, под новые задачи на Севморпути, под новые задачи в обороне и так далее. Ну, а вы знаете, насколько там все разрушено, значит, и насколько это грандиозная такая задача. Поэтому задача создания нового Севморпути – это такая общенациональная задача. Вот мы сейчас, ну вот благодаря работе, будем говорить, и главы республики, и правительства республики, и наших депутатов и сенаторов, вот удалось 8 улусов включить в состав арктической зоны. Значит, это значит, мы попадаем в программы, в том числе развития Севморпути. И это очень важно для нас. Поэтому Севморпуть, он ждет его совсем иное будущее. Ну, если, конечно, ничего не случится в этом мире, так? И, конечно, он дает новые возможности, причем не только какие-то там такие объемные, восстановительные, но и совсем другое качество и работы на этом Севморпути, и совсем другое качество должно быть в наших вот опорных базах, населенных пунктах. Поэтому для нас хорошая перспектива. Если продолжить тему флота, в Якутске строится Жатайская судоверфь. Как вы думаете, насколько это тоже важный для Якутии проект, может быть важный для всего Дальнего Востока, для речного судоходства? Многие говорят о том, что все-таки речное судоходство в республике, да, оно было в таком неком упадке, то есть не было каких-то вливаний туда. Вот этот проект среди многих других, значит, я, например, считаю одним из самых таких важных и значимых у нас в республике. По многим причинам. Ну, причину одну вы назвали. На самом деле, значит, мы привыкли к тому, что у нас есть мощное Ленское объединенное речное пароходство, что у нас есть Колымская судоходная компания, значит, такие компании большие, с традициями, с большими трудовыми коллективами. Все это так и верно. Это действительно такие, ну, будем говорить,
предприятий, которые лежат в основе, фундаментальной основе нашей экономики. Это, будем говорить, платформа, на которой все базируется. Но, тем не менее, жизнь идет, и они же тоже на самом деле испытывают разного рода проблемы. И, конечно, главная проблема – это состояние основных фондов. Ну, грубо говоря, в переводе на обычный язык, состояние береговой базы, порты и так далее, и состояние плавсредств, корабли. Здесь у нас, конечно, похвастаться нечем, потому что дело это очень дорогостоящее. Мы же теперь уже нет, это старая советская система, когда все это дело централизовано. Например, в том же Усть-Куте была большая судоверфь. Корабли строились у нас в Пеледуе, на Пеледуйский рэп, Алексеевский рэп, это Иркутская область, да и Жатай, так. И все это централизованно финансировалось, и флот непрерывно пополнялся, были планы модернизации, и списания кораблей. Мы сейчас, на самом деле, работаем на латанных, перелатанных, старых кораблях, которые, не только, будем говорить, приводят к экономическим потерям эксплуатации этих судов, потому что, это перерасходы топлива за счет старых силовых установок, это бесконечные ремонты, но и они теперь уже стали не соответствовать экологическим требованиям. Нужны двойные корпуса, когда ты везешь, предположим, нефтепродукты и так далее. Но отдельными единичками мы строим, потому что это огромные затраты. Это очень дорогое дело. Это раз. Во-вторых, на самом деле, производственные мощности со временем пришли в упадок, судостроительные, судоремонтные. Они повсеместно, это общероссийское такое явление. Ну и у нас на Лене, может, в меньшей степени, но то же самое. А между тем, значение речного флота не только не падает, скажем, с приходом железной дороги, но еще и растет. И в том числе оно растет и за счет новых задач, которые стоят в Арктике. Мы традиционно-то как думаем? Вот по Лене ходят корабли, заходят на наши большие Лены, Алдан, Вилю и их притоки, на малые реки. На самом деле, значительную долю работы наши пароходцы осуществляют именно в Арктике. Именно они выходят в море на судах река-море, заходят в устье наших рек. Они работают на наших арктических реках, на Набаре, на Индигирке, на Яне, на Колыме. И поэтому, когда мы говорим еще и о новых задачах в Арктике, то, конечно, это и работа в Арктике нашего флота, речного флота. Он служит вспомогательным по отношению к этим большим морским задачам, которые у нас в Арктике. Но без него никуда. Никуда. Поэтому вот и эти мы должны обслуживать. Наши корабли заходят и на Чукотку и так далее. Сейчас это несколько уменьшилось. Раньше мы же по Колыме поднимались вверх на Магадан. То есть это задача такая межрегиональная. И вот этот наш центр судостроения и судоремонта, он должен служить для Арктики северо-востока. Не только Якутии, а северо-востока в широком смысле нашей страны. Это вот такое важное значение в общих таких глобальных планах в развитии Севморпути, поддержании судоходства на реке Лене и на других северных реках. А для нас он еще очень важен тем, что ведь это расширение такой сферы деятельности, где требуется и хорошая квалификация людей, где человек действительно может себя найти как специалиста. Он не просто занимается на каком-нибудь рынке, что-нибудь продает, торгует, понимаешь, и так далее. Или не просто извозом занимается. Он занят делом, которое требует квалификации, подготовки, которое перспективное дело будущего. Ведь мы должны применять и новые современные технологии, и автоматизация производства, и робототехника и так далее, и так далее. Это новое качество, если хотите, требования, которые выдвигаются к человеку. Это разнообразие занятий, которые есть у нас в Якутии, это очень важно. Вот такие высококвалифицированные отрасли мы должны тщательно лелеять. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы они разрушались, чтобы эти предприятия уничтожались, потому что это коллективный интеллект нашей республики, это ее уровень, если хотите. Поэтому он должен был пользоваться особым вниманием, особой поддержкой.
Перейдем уже к другой теме. Это железные дороги. Не так давно стартовало полноценное сообщение между Нижним Бестяхом и Нерюнгри. Это долгожданное событие для всех жителей республики. Вы, будучи президентом, тоже продвигали этот проект, конечно же. И как вы смотрите на его реализацию и, может быть, дальнейшее развитие железных дорог в Якутии? Ну, если ответить на вашу заключительную часть вашего вопроса, как я смотрю на его реализацию, то его значение для Якутии совершенно понятно, я даже не буду этого касаться, я много раз об этом говорил уже. Ну вот она, будем говорить, начала действовать. Ну теперь надо заниматься двумя вещами. Я сейчас не говорю о стратегических задачах вообще развития железнодорожной сети в Якутии, а говорю о том, что, конечно, говорю о том, что надо делать сейчас конкретно на железной дороге. Ну, первая задача, она видимая, понятная. Все-таки мы ее ввели по акту рабочей комиссии, а там еще для того, чтобы ее сдать по акту госкомиссии, еще много разной работы. Ну, например, там системы автоматизации связи должны быть кое-где, осовременены. Например, там на разъездах кое-какие работы надо выполнить, где-то удлинить путь, где-то там систему блокировок сделать. То есть еще предстоит нам довести до ума и выполнить все работы. И она сейчас удовлетворяет требованиям, грузы и пассажиров можно перевозить, но теперь ее надо сдать госкомиссия. Это один пласт работы. А второе, надо теперь начинать ее использовать. Ее использование может быть развито в двух направлениях. Во-первых, эта дорога должна служить базой, основой, как ствол для разных таких путей, которые в разные стороны от него уходят. Ну вот, чтобы было понятно, о чем я говорю, это вот, например, известно о том, что компания Колмур ввела работает на двух новых шахтах. Денисовская, которая введена еще была до 2010 года, и вот сейчас ввели и Наглинскую. Там создается серьезный угольный комплекс. У них в планах еще Денисовская восточная шахта. Там. В общем, для нас это чрезвычайно важно, потому что это восполнение выбывающих Нерюнгринского разреза и создание рабочих мест для того, чтобы люди могли там найти новую работу в связи с тем, что закономерно уже исчерпывается Нерюнгринское месторождение. Вот туда этот проект мы смогли осуществить только потому, что туда ветка. Куда она ветка пошла? Она как раз вот пошла на Ям. Теперь нам предстоит осваивать еще и месторождение апатитов, и месторождение железных руд, и месторождение, возможно, урановой. Там все это в Южной Якутии. Вот от нее, как от ствола, веточки, должны туда пойти. Это вот одно направление. И надо сегодня двигать и эти проекты, и двигать создание на принципах государственно-частного партнерства вот этих вот развития нашей линии. А второе направление, саму линию надо расширять ее использование. Ну, например, мы сейчас говорим о пассажирском движении как о магистральных поездах. Вот, скажем, там Нижний Бестях, Хабаровск, или там Нижний Бестях, Москва. Надо его внутри республики. Грубо говоря, пустить, есть такие дизельные электрички. Это для местных перевозок из пункта в пункт, так, чтобы можно было из Нижнего Бестяха и до Улу там доехать, если необходимо. Пригородное сообщение. Или, предположим, там до Алдана покататься на лыжах, или до Верхней Амги. Это надо сейчас развивать, такое для человека, для практических нужд человека. Это два таких направления. Ну, а если говорить о стратегии развития железных дорог, то надо не останавливаться, надо двигаться дальше. На восток, на Магадан, и на запад, на Ленск. Если говорить тоже о хабе Якутска как транспортного такого узлового центра, конечно, очень важен и аэропорт. Он сейчас находится на реконструкции. И сейчас обсуждается создание на Дальнем Востоке новой авиакомпании. Да, на основе авиакомпании «Аврора», это дочка Аэрофлота. Но глава Якутии Айсен Николаев, он продвигает другую точку зрения, что это должен быть такой альянс авиакомпаний региона, которые уже давно работают, и причем успешно. Вот как вы смотрите на эту точку зрения? Вот я недавно буквально прочитал выступление полпреда Трутнева, который рассуждает, вот мы будем создавать альянс на Дальнем Востоке. Альянс на базе авиакомпании «Аврора». Вот альянс, это значит, что другие субъекты федерации тоже получат в ней долю.
Мне кажется, это неправильное понимание о том, что такое альянс. Когда мы говорим о долях в какой-то компании, то, по сути дела, речь он ведет о создании единой авиакомпании на весь Дальний Восток. В авиации по словам альянс понимаются другие вещи. Вот многие авиакомпании, крупнейшие в мире и маленькие авиакомпании, объединяются в такие группы. Они остаются самостоятельными. Ну вот, например, вы видели, допустим, прилетает какой-нибудь самолет, ну, вот в крупном аэропорту, ну, в Москве, там, Шереметьево, там, Домодедово, и на нем написано SkyTeam. Да? Это означает, что компания, значит, сам по себе самолет принадлежит какой-то авиакомпании, предположим, там, Аэрофлоту или Люфтганзе. Это самостоятельная совсем компания. Но SkyTeam – это их альянс, объединение. Они не перестали быть самостоятельными, они сами ведут свою хозяйственную деятельность, определяют свою стратегию, тактику и так далее, и так далее. Но по ряду вопросов в рамках этого альянса они договариваются. Например, по стыковке рейсов. Прилетел рейс Аэрофлота в Дюссельдорф, там пассажиры должны иметь возможность очень льготно и четко пересесть на самолет Люфтганза и наоборот, предположим. Например, значит, они договариваются, значит, о подгонке расписаний и маршрутах. Вот мы, например, не можем летать в такую-то точку, нам это невыгодно и так далее, но у нас есть пассажиры. Вы их заберете? Заберем. Там, в общем, маршрутную сеть они регулируют. Значит, общую линию по обслуживанию, предположим, в аэропортах, там, значит, там, ну, вплоть до того, что единый там у них салоны первого класса или там еще что-то. В общем, короче говоря, они просто на договорных основах, не нарушая антимонопольного законодательства, координируют свою работу и деятельность. Это приносит пользу всем. Вот такой альянс на Дальнем Востоке надо создавать, но никак не объединенное юридическое лицо. Поэтому, по словам альянс, может быть, значит, трудненская трактовка, это не альянс, это единая авиакомпания. А альянс – это вот добровольное объединение их. Так вот, глава нашей республики Александр Сергеевич, значит, он говорит о том, что он поддерживает именно альянс, а не объединенную авиакомпанию. И я тоже, значит, полностью разделяю его позицию. Должно быть таких региональных компаний, ну, на мой взгляд, там 3-4. И они должны рассредоточены, а вместе они должны создать альянс. Для чего? В рамках этого альянса они должны решать, будучи независимыми, значит, так, должны решать общие задачи. Значит, ну, допустим, закупки авиатехники. Значит, они должны сделать консолидированный как бы заказ, чтобы предъявить его промышленности. Потому что сейчас во многом промышленность всегда говорит, да мы не знаем, как самолеты надо выпускать, госплана нет, значит, никто этим не занимается, значит, вот мы там ищем авиакомпанию, а сколько вам? Они говорят, один, ради одного мы не будем выпускать. Вот консолидированный заказ. Возможно, какая-то консолидированная ремонтная база. Значит, во-вторых, вот регулирование вот этих линий, стыковка рейсов друг друга, так, чтобы охватить всю территорию. И, значит, договоренность о том, что все рейсы должны быть заполнены авиакомпаниями. Общая, допустим, техническая политика должна быть. Ну, вот такие задачи они должны решать, такой альянс надо поддерживать. Вячеслав Анатольевич, спасибо вам за интересную беседу. Хорошо, спасибо.